спасибо этой кроватке, этому дому. Так, ну что, доброе утро. Сейчас меня Марк отвез на последнюю из 5 дамб, которые есть в Great Falls. Great Falls — это вот каскад, короче, водопадов. Ну, можно сказать, водопадов или порогов, как они, больших порогов. Но там водопады реально прям на первых дамбах. Их 5 штук. 5... Перед каждым водопадом стоит дамба. Это последняя Марони дамб. Вот. И они все, ну, на удалении друг от друга примерно миля-две, короче. Мне нету смысла это все обходить, и он меня сразу отвез на последнюю дамбу. Но после этой дамбы еще есть пороги. Там вот дальше, там и по карте смотреть, и он мне сказал, пороги, и притом они категорийные пороги. То есть там какая-то 3-я категория, ну, из 5 там, то есть нормальные такие пороги. Сейчас вода высокая после дождей. Вот. И кто мог ожидать, что есть пороги здесь еще? Горы как бы там уже закончились, но вот это последний, можно сказать, дембельский аккорд этой реки, вот такой вот горного характера. Вот. Так что сейчас я собираюсь, аккуратненько иду аккуратненько вдоль берега. Ну, плыву. Да, еще, кстати, сейчас у меня начинается такая, можно сказать, точка невозврата. Great Falls — это вот последний город перед долгим диким одиночеством, так сказать. Вот, после Great Falls городов практически не будет. Там маленький городочек Форт Бентон, наверное, миль через 50 там будет. И, в принципе, все. То есть отсюда я еще мог вернуться домой. Ну, по сути, отсюда и самолеты ходят, да, билеты там дорогие, конечно, но и самолеты ходят. Или можно на автобусе докуда-то добраться, откуда уже можно на самолете. Ну, в общем, у меня была мысль вернуться, потому что, ну, скучаю очень по детям сильно. Но ничего, нормально.
что, погнали. Все готово. Немножко очково, конечно, но главное аккуратность. Аккуратность и неспешность. И все будет хорошо. Так, прошел первый порожек. Воды черпнул, капец, там воду выкачивать сейчас мне надо будет. И еще тут получается зажат в скалы. Я сейчас остановился посмотреть, что там как. Здесь вообще капец. Нормально, не спешится даже здесь. Так, я пошел на осмотр. Так, сейчас поднялся наверх. Оглядеться. Сейчас посмотрю внимательно все. Тут вообще есть тропа. То есть, если что, можно пойти пешком. Сейчас я посмотрю, как там. Приму решение. В общем, я пришел к мнению, что риск сейчас не нужен. Я не покуражиться все-таки приехал, да, там на недельку чисто сплавиться где-то. У меня долгая дорога впереди, и как бы я много чем рискую в плане снаряжения. Не хочется рисковать сейчас, ну реально не нужно это. Да и все равно вы этого не увидите, что бы ни произошло, у меня экшн-камеры нет. Так что я спокойно по берегу, благо есть возможность поверху пройти. Пройду сколько нужно, сколько заставит времени, как бы не проблема. Ну просто реально, там вот вдоль берега как бы нету мест спокойных. Спокойно по берегу так уже не пройти здесь. Не хочу так рисковать. Тем более я тяжелый, нагруженный, я уже черпнул разок воды. Вот на тех порогах я там нормально хлебну. Все, короче, пойду сейчас. И тем более надо пользоваться преимуществом этим, что я мобильный, что у меня маленький каяк легкий, надувной. И я могу спокойно разобрать все, снять, обратно все закинуть. Для меня это не проблема. Это и проблема для тех, у кого большие вот каяки пластиковые, там металлические, там деревянные. У меня это не проблема вообще никакой. Но все равно меня сейчас ждет вот там участок один, такой сложный. Потому что мне туда надо в карман, потом после него зайти. Здесь обрыв, я вещи не смогу никак. Никуда. Здесь дальше, конечно же, private property. Не пройти, хотя хотелось бы вон туда дальше пройти. Там вот последний порог видно даже. Вот. Ну, один из последних. Такой вот сложный, наверное. Ну вот и что, блин, дальше мне делать? Вот. Сейчас тут забор стоит. А мне еще как бы, ну, желательно бы вон туда пройти. Офигеть, там порог. Это просто водопад практически. Вот, и никак не обойти его, там private property. Знаю, что делать. Вон там водопад вообще. Офигеть. Нет, туда я точно не полезу. Вот это сигнал, он значит, что сейчас он будет сбрасывать еще больше воды.
В любом случае все перетаскиваю назад к этой дамбе. Милю практически я вот иду туда, эту лодку возьму, снарягу возьму, лодку возьму, снарягу возьму. И так шаг за шагом, блин. Конечно, тупанул, надо было сразу за пороги попросить, чтобы он меня отвез. Я как-то не подумал об этом, надо было. Ну, придется сейчас это делать. Опять вызывать Марка, чтобы он приехал. В принципе, для него это не напряг, там не особо далеко. И чтобы он меня отвез уже за пороги спокойно. Дошел до начала вот этой всей начала тропы, по которой я шел. Вот. Сейчас время 3-й час уже. Вот. Для сравнения, я начал в 7, то есть потихоньку я вот эту милю шел. Там пообедал пока, ну, в общем, время идет вообще. Вот, и здесь вон есть брошюрка, все показано, стенд вот, как раньше ходили. Раньше, короче, вот там река, вон соединяется, где вот после вот этой дамбы. Раньше вот так вот волоком шли 18 миль и выходили до этих всех фолсов, водопадов и порогов. Вот. Я вот здесь сейчас, да, вот тут, и мне надо вот где-то вот сюда, вот сюда надо. Вот подумать, да, вот у меня вот мысли, вот есть риск оправданный, да, а есть безбашенность. Вот пройти вот эти пороги сейчас здесь, вот это безбашенность на самом деле. Я, конечно, мог бы вот вместо всего вот этого геморроя, да, вот на весь день, вот просто на удачу попробовать пройти это все. Ну, блин, ну не стоит оно того. Ну, если бы даже прошел, блин, ну классно, все, молодец. А если бы не прошел? Ну, я в любом бы случае прошел, либо только в каяке, либо за пределами каяка. Ну, просто этот риск вообще не нужен сейчас, абсолютно. Вот. И у меня очень хорошо, очень сильно развит чувство самосохранения. Вот, например, я не занимаюсь какими-то адреналиновыми вещами. Я не адреналиновый наркоман, там, чтобы прыгать с парашютом, например. Ну, реально, меня не тянет к этому, потому что у меня очень сильно чувство самосохранения работает. Я как бы высоту опасаюсь, глубину опасаюсь. То есть это хорошо, это неплохо. То есть чего-то бояться, страх — это хорошее качество. То есть инстинкт самосохранения. У кого-то он плохо работает. Например, ну, те, кто не боятся там чего-то, да, в принципе, у них он плохо работает. У меня он хорошо работает, инстинкт самосохранения. Я понимаю, что не надо лезть туда, ну, где ты чувствуешь опасность. Может, даже это чувство гипер развито у меня, не знаю. Но вот сейчас вот с этими порогами, как бы, ну, для меня, у меня не настолько много опыта, чтобы сейчас лезть в них. Потому что они реально категорийные, там видно, что там 3-я категория. С нагруженным каяком, блин, еще. Ладно бы легкий был бы. Я же один раз воду черпнул, прям нормально, у меня внутрь все залетело. Так что не. В общем, я написал Марку, буду его ждать вот здесь вот. Либо он приедет, либо его жена где-то. Ну, мне часика 2, наверное, подождать, он сказал, надо. Вот, типа, без проблем. Вот, и, честно говоря, у меня сейчас было 2 варианта развития событий, чего делать. И один из этих вариантов было возвращение домой. Вот. А дело-то было вот в чем. У меня есть товарищ, дальнобойщик, он здесь ездит, катается. Вот, и он мне, ну, мы постоянно переписываемся, он знает, что я созваниваемся, точнее, что я в путешествии. И он мне постоянно, давай, домой тебя заберу, короче. Вот, и я что-то, у меня эти мысли так вот начали вот в эти выходные прям закручиваться. И думаю, может, в натуре домой вернуться, типа, ну, как раз этап такой прошел. Мне, в принципе, хватило, типа, ну, нет, конечно, не хватило, но очень заманчивое предложение вернуться домой к детям и к семье. Вот сейчас я решал, и переписывался с ним, и ждал, какой груз, куда ему дадут, чтобы по маршруту определиться. Но ему дали, ну, в общем, во Флориду он меня не сможет закинуть, он сможет закинуть туда, вот, в восточную часть США,
а дальше на автобусе. Ну, в общем, я не хочу на автобусе, нахер мне это надо, там, ехать сутки, там, с Коламбуса, и, в общем, нафиг мне это надо. А вот если бы он смог меня во Флориду закинуть, то я бы, может быть, и поехал бы домой. Но до него надо было еще на автобусе ехать в город Бьют, чтобы до трассы. Потому что он на большом траке, как бы он не может куда-то сворачивать, и времени нету. Вот, так что я мог бы сегодня на автобусе поехать до там трассы, там часов 5 езды, 4. И потом бы я бы сел бы на трак бы и поехал бы домой. Но нет, продолжим путешествие дальше. И я, в принципе, заряжен сейчас, чуть-чуть пострадал, погрустил и нормально. Так, все, вот ребята меня свезли сюда, я уже готов отчаливать. Вот, спасибо, ребята, thank you so much. Welcome. Yeah. Yes, so welcome. So nice to have had you. Да, Yes, safe travels. thank you. Не знаю, что бы делал без них, красавчики. Yeah, bye bye, guys. Все, поплыл. Наконец-то все нормально разрулилось. Все, сейчас плыву, долго плыть не буду. Сейчас найду какое-нибудь место хорошее. Поставлю палатку. У меня спальничек теперь новый, тем более. Это вообще круто. Прям так здорово. Вот, пошел. Скальников здесь уже нет. Здесь мягкие породы, такие глинистые. Собственно, вот такие вот овраги здесь и получаются. Все размывает. Эрозия сильная. На закате эти каньоны такие красивые. Вот интересно все-таки, как характер реки быстро меняется. Вот до Great Falls она была такая равнинная, степенная, такие петли делала. Только как Суру похоже, ну, не знаю. Вот я по Суре не ходил, конечно, но видел. И примерно вот такое похоже. А после Great Falls, насколько она опять снова горная такая стала, быстрая. Вот такое вот сидение в спокойной воде. Какой-то затончик. Вот это мне по-родному прям. Сидеть, смотреть на поплавочек. Вот сейчас 2 дня отдохнул, да, ну не полных, 2 ночи в комфорте, в городе. И так устал, честно говоря, я прям сейчас так наслаждаюсь природой.
уединением, едой с костра. Блин, это так прекрасно. Ой, сейчас чайку выпью с шоколадкой. Новый спальник залезу. И буду спать. Ух, как круто в новом спальнике, я даже не знаю, как новая квартира. Не, квартира это палатка. Кровать это коврик надувной. А это одеялка. Ой, кайф. Спать. Так, доброе утро. Время уже 10 часов утра. Хорошо поспал. Дождик накрапывает. Вот, и спальник обалденный. Вообще, я спал даже без носков, не замерзло, ничего. Наконец-то. Можно расслабиться ночами. Река здесь очень мутная. Вот, за всю ночь вон даже было, наверное, 1,5 литра. Только всего столько скапало. Фильтр хорошо работает, и он забивается и просто перестает течь потом. Когда-то ведь река вот с такой скоростью шла до самого Мексиканского залива. С такой скоростью никаких ГЭС, никаких резервуаров, водохранилищ, ничего не было. Вот в те времена, конечно, классно было бы вот так вот пройтись. Индейцы были по берегам. А сейчас водохранилище, вот за водохранилищем. Вот и сейчас я в преддверии водохранилища огромного в Монтане, да. Ну, мне до него еще плыть, конечно, я не знаю, может неделя, может меньше даже. Вот. И будет 3 огромных водохранилища по пути. Если брать весь маршрут, вот это в Монтане, в Северной Дакоте и в Южной Дакоте будут 3 огромных водохранилища, через которые предстоит пройти. И предыдущие водохранилища покажутся мне просто детскими ванночками. Ох, наконец-то солнышко вышло, подгревает. Вот такие мне пейзажи сейчас будут ближайшие, я не знаю, ближайшие недели дороги. Ощущение, что я путешествую так долго уже, а вот вчера было 2 недели только. Сейчас вот 3-я неделя пошла. Вчера понедельник был, сегодня 9 мая, кстати. Вот. Ощущение, как будто я месяца 2 уже. Столько всего просто было, столько мест всяких классных. А вот, оказывается, 2 недельки. Ух ты, еще пирамидальные тополя нашел. Сейчас я подплываю к городку Форт Бентон. Там есть магазин, сейчас я в него пойду. И это, по сути, последний городок, последний магазин на ближайшие, я думаю, недели, а может и месяц. Вот больше у меня там ничего не будет. Пойдут дикие места. Даже связи, может быть, не будет долгое время, не знаю. Но, судя по карте, там потом всякие там резервации пойдут индейцев. Будет интересно. Вот, но затариться надо сейчас. Ну, я уже затарился в Walmart еще в тот раз. В принципе, у меня круп там, ну, на месяц точно хватит еды. Но я же не оставляю надежды на рыбалку все-таки еще. Вот. Но хочется что-то купить все равно. Зайду, посмотрю. Мне надо перчатки купить. Я перчатки в Walmart забыл купить. Потому что они нужны. От солнца закрывали, чтобы и от мозолей.
Гребсти мне скоро предстоит нормально. Да, сейчас самая весна здесь. Листочки только-только проклевываться начинают. Ого, тут березка красавица стоит. Вот бы все магазины так от реки были недалеко. Яблочки. В общем, я ничего особо-то не купил. Взял бананов там побольше, потому что мне такого все равно не хватает. Овощей, фруктов. Яблоки взял. Йогурт взял. Сейчас пообедаю, прям ничего варить не буду. Здесь пообедаю на лавочке. Кефирчика с бананчиками. Всякие мармеладки тупо к чаю там взял, чтобы сладкого иногда охота. Там пепси взял. То мне бутылка нужна для воды. Еще одна. Смотрю сейчас погоду на ближайшие 10 дней, на неделю. Она радует. Солнышко будет, дождей не будет. Тепло, под 30-ку. Классно, короче. Вообще наслаждение. Вот. А то вот эта неделька была холодная. Ну, вот как я с гор спустился, не неделька даже, дней 5, наверное. Вот. Ну, не холод проблема, а дожди. Дожди вот переменные. Сегодня вот с утра капало, сейчас вот где-то тут ходит, гуляет. К вечеру обещает дождик. А вот потом солнечно будет. Класс. Да, это было страшно. Ветер повысился, такой сильный стал. Меня в спину так толкал сильно. Каяк разогнался так, что прям начал носом воду черпать. Офигеть. Постою, пережду, может палатку даже поставлю. Потому что на вечер обещают дождик. Так надувало. По прогнозу показывал дождик. В итоге подуло, дождик чуть-чуть покапал совсем и все. Ну, время уже 7 час, в принципе. Сегодня, ладно, побольше отдохну, сейчас порыбачу немножко. Ну, перчаточки сегодня купил. Ну, это самые дешевые, в общем. Там $2 стоят. Обрезал пальчики, он обжег их. Ну, это, конечно, ненадолго все. Они разойдутся быстро. Сегодня прошел всего 23 мили. По такой реке это очень мало, с таким течением. Но вот погода, конечно, ветер сильный был. Но дождика так и не было. И не будет. И я что-то всерьез задумался над сменой каяка. Потому что, честно говоря, меня немножко напрягать начинает. То, что вот днище постоянно сдутое у меня. Я клею, но, видимо, либо новые дырки, либо уже заплатки не справляются. Ну, я там показывал, вот, трещины вот такие вот большие, огромные. Это вот из-за того, что я в первый день в мороз раскрывал лодку, там образовались трещины. Материал сам замерз, задубел. Вот, и я не знаю, блин. Перелетов сейчас нету, честно, я бы не отказался бы от нормальной пластиковой бы лодки, вот те, которые в Walmart были. Но это вопрос $300-400, ну, у меня их нету, во-первых. Вот. Может, где-то надыбать получится, не знаю, может, подарит кто. Но с этой лодкой, конечно, она классная, я ее люблю в целом, но, блин, она устойчивая, она как сплав средство хорошее, но когда тебе нужно
грести, она просто тормозит сама тебя. Скорость на ней нормальную не разовьешь. И прям чувствуешь, как баржа какая-то. К сожалению, сейчас мне весь пластиковый мусор приходится сжигать, потому что без вариантов его куда-то вообще выкидывать. Только вот до этого приходится опускаться. Сжигать мусор — это плохо, запомните. Все, доброе утро. Погодка отличная. Солнечно, теплая. Ох, сейчас собираюсь. И погнали дальше. Теперь намазался кремом солнцезащитным, потому что шляпа все равно не справляется. Солнце отражается от воды, и вот тут низ все обгорает. Вот самое главное, нос беречь. Вот геология, конечно, тоже интересная вещь. Всегда вот когда проплываешь, проезжаешь вот такие разрезы, интересно смотреть. Я не силен в геологии сам, но вот интересно, вот почему разные цвета, да, вот здесь черный и потом резко такой песчаный цвет. Почему? Вот раньше был океан, а потом он высох или что? Вот, я не знаю. Или вот даже в этом в черном слое много он разделяется на свои слои. Какая-то, видно, твердая порода, какая-то нет. Почему тоже? Океан подсох, океан снова вернулся. Почему так? Мне интересно. У меня еще есть один недостаток, а может и достоинство, я даже не знаю, как это назвать. Всегда, когда у меня есть что-нибудь вкусненькое, там, сладенькое, там, фрукты, овощи, я всегда все сразу съедаю. Вот не могу я смотреть просто или знать, что у меня есть что-то вкусненькое, и оно там где-то лежит, но я его растягиваю. Вот, например, Настя у меня, она может растягивать все это. Я не могу, я сразу все съедаю, сметаю. Видимо, это у меня с детства все идет, с голодного детства, когда ничего особо не было, а если что-то появлялось, то ты до этого дорвался, и тебе хочется сразу все есть, наесться от пуза. Ну вот не могу я такой вот. Мне хочется сразу все съесть, кайфануть нормально. Когда я растягиваю удовольствие, у меня как-то не получается кайфа. А мне надо вот прям от пуза наесться нормально, и мне как-то так проще. Вот я сижу, у меня бананы там впереди, хотя мог бы растянуть, в принципе, там и яблоки есть. Но хочется вот прям есть сейчас. Вот что еще интересно, да, вот, например, путешествуя по России, практически в каждой деревне можно найти магазинчик. Ну, реально в каждой деревне можно, практически в каждой. А здесь в Америке вот даже вот смотришь, вроде какой-то, деревушка, я не знаю, как ее назвать, да, ну, по размерам она деревушка, да, даже городочек, можно сказать. Но не во всех есть магазинчик. То есть они все едут куда-то типа в райцентр и там затариваются. То есть, потому что автомобили есть у всех, и это не проблема куда-то поехать и затариться. Вот. В России как бы автомобили есть не у всех, и магазинчики поэтому открываются даже в маленьких деревнях. Хоть какой-то маленький там забегаловка, но есть магазинчик. Здесь такого нет. Ну, я, конечно, не бегаю по каждой тут деревушке или по каждому городку. Я смотрю по карте просто, там ничего нет абсолютно. Вот. Ну и они сами говорят, что как бы магазины вот только в таких более-менее крупных городках, а их не так много.
А деревень тут как таковых-то и нету. Здесь есть вот ранчо, просто вот один человек живет, у него огромная территория. Ранчо, как-то в нашем понятии российском деревни такой нет. Сразу просто есть городок. Но там может быть жить столько же жителей, как там в средней российской деревушке. Вот просто разница в масштабах. Да, сейчас вот много-много миль будет в визуально-геологическом смысле однообразный пейзаж. Длинная река, особо не ветвится, петель таких не делает, такие долины, длинные-длинные. Но, в принципе, плыви не хочу, погодка позволяет, спокойно себе лежишь, как бы дорога сама идет, речка течет, на расслабоне пока. Это хорошо. Хорошо, что я здесь, именно будет сейчас хорошая погода без дождей. Потому что если здесь и с дождями, то, блин, было бы тяжело. Да везде с дождями было бы тяжело, на самом деле. Неважно где, хоть в горах, хоть вот в таких долинках. Ну, кто-то водяной генератор поставил. В этом систему. В принципе, как таковых диких мест не будет. Да, на реке ничего не будет, но в принципе в пешей доступности какие-то дороги проселочные, какие-то ранчо, фермы какие-то. Да, а вот просто по самой реке ничего не будет, потому что там такой рельеф будет изрезанный, овраги всякие. Ну, это впереди еще. Да. Но все равно, как бы, цивилизация, она недалеко везде. Если что-то там, не дай бог, как бы надо будет срочно, то есть можно везде кого-то найти, какое-то ранчо, ферму и сделать все, что нужно. О, здесь еще один такой датчик уровня воды. О, здесь еще одна паромная переправа. Петухи там кричат, кукарекают. Интересно даже, этот паромчик, это частная инициатива или как бы контролируется государством все? Просто здесь же и живет, получается, смотритель, кто этим управляет. Сейчас река будет поворачивать на восток, и потом она пойдет на юг немножко. Вот, и по всей видимости, вот этот крюк, это будет, возможно, одна из самых северных точек реки Миссури. Но это не точно. По всей видимости, самый северный будет после ГЭС следующий. Вот. Но здесь тоже она довольно северная точка. Они, по сути, на одинаковой линии находятся. Так что вот сейчас будет, можно сказать, самая северная точка реки Миссури. В общем, ладно, будем считать самой северной точкой Миссури вот этот вот
вот эту вот гору. И сейчас река поворачивает на юго-восток. Весна, конечно, замечательная пора. Здесь лесов практически нет еще, но вот на островках сейчас все оперяется, так скажем. Листья появляются. Вот, и прекрасно. Птичье пение. Да, такое весеннее настроение. И, кстати, вода здесь стала потеплее, уже не такая горная, холодная, как родниковая, а уже такая потеплее. Ну и, соответственно, форели здесь уже нету. Не будет. Слишком теплая для нее вода. И мутная, грязная. Я так и не знаю, кто здесь живет. Кого здесь ловить? Самов? Кого? Не знаю. Не видно никого. Но вечером вчера плескалась рыбка на закате. Что-то кто-то прыгал. Может и форель, конечно. Но ее очень, может, мало здесь будет, даже если так. Все-таки путешествие по реке на байдарке круче, чем вообще велопутешествие. Ну, как круче, блин, ну сравнивать тяжело, но вот здесь ты можешь вот так вот плыть по течению и созерцать округу, наслаждаться тишиной, природой. На велосипеде, конечно, такого не получится все равно. Меня лодку крутит во все стороны, я вообще не напрягаюсь, просто слушаю тишину. Здесь тишина абсолютная. И когда какую-то ферму проезжаешь, там какой-нибудь трактор работает, и он прям так слух режет, настолько ты отвыкаешь от антропогенных всяких звуков, факторов, что прям режет ухо. А здесь прям кайф, наслаждение. И здесь получается вот одно из самых диких мест на реке. Вот этот участок до форт, до форт Пек. Здесь никого нет. Даже в горах, вот, где я там был, вроде как бы дикие места, но там много очень туристов, приезжих, рыбаков много, кто на рыбалку приезжает, все равно люди есть. А здесь, в принципе, на рыбалку никто сюда не ездит и никого нет. Еще для меня вот это вот путешествие сейчас, это такой сакральный момент единения с континентом, с Северной Америкой. А то, прямо скажем, воду я здесь не пил из рек, землю не целовал. Вот, теперь все будет. Воду пил, ну, землю образно целовал. Вот, так что такое знакомство с Северной Америкой. И может это станет моим континентом вообще по жизни. Сроднимся. Да вообще вся земля, что вот делить, вот я не понимаю. Все мы на одной земле же живем. Мы же ничем не разъединены, вообще в одной вселенной живем. Вот что разъединять, почему скучать? Я по всей земле скучаю, и по Азии, и, ну, там, где был, конечно. По Южной Америке я не скучаю, потому что я там не был еще. Но тоже буду скучать, это дело времени только. Вот, поэтому привет, Северная Америка! Красота! Какие-то заборы. От кого? От чего? Вообще непонятно. Везде какие-то заборы. Здесь породы мягкие все, вот песчаник и вот так называемых вот каменных грибов, ну, как вот на Алтае называются каменные грибы. Их очень много. Это когда твердые какие-то слои остаются как шляпки, а под ними там уже дождик работает, эрозия идет, и тонкая ножка остается. То есть они как зонтик закрывают эти мягкие слои. Здесь их много. А когда я на Алтае их первый раз увидел, на Челушмане, это кажется какое-то чудо природы. Хотя на самом деле это обычное дело, вот эти каменные грибы.
природа так поменялась. Холмы зеленые стали. Всего лишь за поворот надо было зайти. Какие красивые породы здесь. Как будто барельеф специально сделанный. Какие-то фигуры человеческие. Как корабль какой-то огромный. Похож так. Это судно. А вот интересно, когда индейцы сюда вот переселялись с Евразии, вот они ведь вообще-то первозданное все видели. Здесь никого не было. Никаких homo sapiensов здесь не было. Вот, наверное, интересно им было. Плывешь так по рекам, пешком идешь по горам. Все свободно, никого нету. Никаких private property, ничего нету. Так, нашел тут островочек. И тут даже знак есть campsite. Так что я буду как законопослушный гражданин сегодня. Вон костровище есть. Ну, вообще идеально все отлично. И, кстати, сегодня у меня рекорд. Я ровно 40 миль прошел. 40 миль это примерно 64 километра. Нормально. Нормально. Если бы еще раньше начал, еще бы больше прошел. Но и так нормально. Красота здесь.